Восточная Сибирь, 4000 километров от Москвы. Старообрядческое поселение Бурный. Его нет на карте России, слишком мал и малоизвестен этот населенный пункт. Здесь живут староверы. В 17 веке их прадеды не захотели изменить своей вере и ушли из-за гонений вглубь русской земли. Их деды уходили от цивилизации все дальше на восток, перешли Енисей и расселились на Ивенкийской земле. Первые дома здесь появились в 19 веке. Теперь по реке Вельмо стоят 40 дворов. Зори поднимаются над рекой Вельмо. Лето ивенкийское очень коротко. Бурном собираются люди на покос, чтоб с росой прохладною начинать покос. Бурном собираются люди на покос, чтоб с росой прохладною начинать прокос. Когда попадаешь сюда, первое, что поражает воображение – бородачи, населяющие Бурный. Борода – неизменный атрибут почитателя старой веры. И борода не то, что как вот где-то в городе есть, там, что бороду носит, там усы подстрижены, бородка, все под... А старообрядец, это он уже не должен ничего трогать. Как выросла, так она и должна ничего не подстригать, не красить. Другое, непривычное для уха приезжего обстоятельство – имена, какие в современной России редко услышишь. Кондратий Никитич, Филимон Ермолаевич, Анисим Аксентич. За всю историю в Бурном ни разу не было кражи или другого преступления. Объясняют это сами жители весьма просто. Есть такой закон Божий: не убей, не укради. И этому придерживаются. Поэтому оставленные на ночь у реки лодочные моторы удивление вызывают только у приезжих. На вопрос: а чего это у вас здесь все валяется? Мужики поправляют: не валяется, а лежит. В поселке даже замков на дверях не держат. Незачем. Народ весь знакомый, со всеми живем в хороших дружественных отношениях в поселке. Каждый в любую минуту может помочь, если это требуется. В каждой семье хранятся книги, доставшиеся в наследство от прадедов. Датированы они 16-17 веком. Старославянский текст легко читают даже дети. В жизни старообрядца все делится на мирское и праведное. Гостю никогда не дадут своей посуды или платья. Его накормят, напоят, но из отдельных чашек и мисок, мирских, и ночевать оставят. Но только ни в коем случае не на чистой половине дома, где находятся иконы и книги. В староверческой общине нет места тем социальным страхам, которыми живет весь мир. Здесь и не подозревают, что можно бояться взрывов домов, экологических катастроф, безработицы или голода. Это должен какой-то катаклизм, что ли, произойти, чтобы остаться голодными. Кормит старообрядца хозяйство, основа жизненного уклада, а также тайга и речка. Рыба на столе у старовера круглый год. Свежее мясо в охотничий сезон. Как только первый желтый лист падает на землю, у бурнинских мужиков начинает ныть сердце. Тайга зовет. Мне вот сейчас утянет, мне даже картошку копать не будет. Я думаю, в тайге быть. Павел Котов – известный охотник. Первый раз в тайгу пошел в 11 лет. В этом году у него охотничий юбилей – 40 добытых медведей. Вот легче без чего здесь прожить? Без президента или без тайги? Легче без президента. А без тайги можно прожить? Для меня нет. В конце сентября поселок пустеет. Мужики уходят в тайгу и возвращаются только под Новый год. Каждая семья в Бурном владеет охотничьим участком, равным швейцарскому кантону. Это около 1000 квадратных километров. На участке от 4 до 10 избушек с запасом продовольствия, баней и всем необходимым для жизни в лесу. Вот это охотничий дом Михаила Захаркова. Каждый, кто нуждается в ночлеге, запросто может остановиться здесь, даже в отсутствие хозяина. Но перед уходом, по таежной традиции, нужно оставить запись в дневнике охотника. Последний раз в этой избушке ночевали туристы из Москвы. Стрижовы не коренные жители, приезжие. 8 лет назад Геннадий Петрович привез свою семью в старообрядческий поселок. Милость
милостивые люди, добрые люди, не такие, как миру. Общительные, мягкие отношения, такие характером. Ну, мне понравилось. Крещение Стрижовы принимали в 40-градусный мороз в реке. И не заболела я, никто, и не я, и не один ребенок. Ребят тоже упали. Вот, видя, они только розовенькие оттуда выходят и спят. Геннадий Стрижов когда-то жил на Урале и был активным комсомольским работником, пока не решили его отправить в высшую партийную школу. Продвижение по службе вместе с билетом были уже в кармане, но Геннадий Петрович неожиданно отказался. Всю ночь перед отъездом не спалось ему. Думал, а на утро сдал свой комсомольский билет. Говорит, что тогда затеплилась в нем вера. Через несколько лет он узнал о старообрядческих поселениях на Енисее и с тех пор жил мечтой попасть сюда. Теперь Стрижовы настоящие староверы, как в делах, так и в мыслях. Берет она веничек, это окунает, брызгали, и все это крещение. Нет, а Господь как бы крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Троекратное погружение, и снова внимание. Это. Вот она истина. Верить надо, во что-то верить. А если ни во что не верить, да плохо, трудно жить-то. В жизни этой у нас всяко бывает на этой земле грешной. А Бог у нас постоянный, вера в одного Бога неизменимый, Он нам не изменяет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Поселок Кузьмовка, старообрядческое поселение в 70 километрах от Бурного. 3 часа езды на моторке. Поселение известно еще большей замкнутостью и строжайшим порядком общины. На приезд гостей с видеокамерой здесь реагируют хоть и дружелюбно, но просят не снимать. Каждый старообрядец своим долгом считает ограничивать контакты с миром. По этой причине не держат в поселке ни телевизоров, ни радиоприемников. Человеку две жизни дало, это, как это. Или ты живи по Божьим законам, или по мирским, как говорится. Совмещать нельзя? Нет, оно несовместимо это. В Кузьмовке отказываются принимать деньги от государства. Пенсии и социальные пособия здесь не получают. Человек должен сам зарабатывать своим трудом, а не быть захребетником у кого-то, у государства. Заработал, ты это, как говорится, и тем кормись. А так, зачем оно это все лишнее-то? Вот вам приносят. А вы говорите, нет, не надо? Ну, а зачем? Не надо, потому что сам пока в состоянии. А это, не знаю, может, кому и надо, но мне не надо. Дети учатся только в начальной школе, 3 класса. Основное образование получают дома. Родители обязаны дать духовные знания и те, которые нужны охотнику, рыболову и землепашцу. Подростков глава общины может направить в монастырь. Местонахождение старообрядческих монастырей держится в строжайшем секрете, и узнать его мирянину невозможно. Известно лишь, что основанные еще в 17 веке, разбросаны они в болотах по Енисею. Путь туда лежит долгий и служит проверкой желающему познать истину. Верить не заставишь человека насильно. Это он приходит сам к этому. Если он склонный, будет верить. А если нет, его насильно не заставишь. Это свобода. Вера – это свобода. Свободная вера. И никак не может быть насилия никакого. А насилие – это зло же. А сделавший зло здесь виден сразу и сразу осужден. Его не бьют розгами и не бросают в него камни. Наказание более суровое. Люди закрывают от такого человека свою душу. С ним также здороваются, общаются, но говорят по-другому, иначе. Не так, как здесь принято, открыто и просто, без фильтра. Искреннее общение – суть здешней жизни. Поэтому те, кого заносит сюда судьба, часто принимают веру и остаются жить. Другой жизнью, в другой России. Россия, которая не просит ни у кого денег, а если даже предлагают, то не раздумывая от них отказывается. Которая любит работу и поэтому не боится и не знает голода. Которая каждый день начинает молитвой и ей же день заканчивает.
которая не страшится никого, а боится лишь одного на этой земле – Бога. Вот такие они странные люди, старообрядцы, жизнь которых течет уверенно и свободно, как сибирская река. Воду из нее здесь пьют свежей, без фильтра. Над рекой таежною дождик моросит, первый желтый листик над водой кружит. Вот и лето кончилось, начались